Это обращение я делаю не как представитель общественно-политического движения «Республика» и адресую его, по сути, башкирскому народу, так как оно является актуальным в основном для башкирского народа. Буду говорить на русском языке, так как среди представителей моего народа есть люди, которые по той или иной причине просто не владеют родной речью. Для максимальной консолидации и придания внимания широкой общественности на этот острый политический вопрос буду говорить на русском языке. Посему попрошу не делать упреки в мой адрес, мол, видео не на башкирском. Как вы знаете, в последние годы наш Башкортостан сотрясают очень серьезные испытания. Признание экстремистской башкирской общественной организации «Башкорт» является одним из таких. На сегодня ее деятельность запрещена судом Российской Федерации. Суд был в мае 2020 года, а 28 января 2021 года была отклонена апелляция этого решения. Недавно начались допросы и вызовы в правоохранительные органы бывших лидеров этой запрещенной организации, в частности Фаиля Алсынова. Фаиля я знаю с 2008 года. В то время мы были сторонниками башкирской молодежной организации «Кук-Буре». Фаиль по природе искренний, добродушный, простой парень, чистым рухом в душе. Я нисколько не сомневаюсь в его намерениях вступить в общественную деятельность и продолжить его непрерывно. Вот сегодня есть высокий риск возбуждения уголовного дела в отношении него. По последней информации, которую я черпаю из СМИ, пока в отношении только него. Основание – якобы его высказывание на внеочередном пленуме Курултай-Башкир Зилаевского района, откуда Фаиль сам родом. Копии и протоколы этого заседания есть в сети. По утверждению участников заседания, пленум велся на башкирском языке, но протоколы составлены на русском, что является как минимум странным и не вызывает доверия. По моему субъективному мнению, протокол подделан. Переведен на русский язык только для облегчения дела, так как он и лег в основу обвинения. По крайней мере, об этом говорили сами ребята в недавнем интервью. Что нам важно знать и что нам надо делать? Ребятам надо помочь. Сегодня как никогда важно объединение. Тем, кто начнет мне говорить об ошибках, о недопустимых решениях этих ребят, то я попрошу не делать этого и не тратить на это свое драгоценное время. Возможно, ребята где-то ошибались, но сегодня для меня это не имеет ни малейшего значения. И скажите мне, кто их никогда не совершал? Жизнь сплошь состоит из ошибок и испытаний. В общественной деятельности, где ты имеешь дело сразу с 3Х, где нет явных готовых решений, то это в принципе невозможно. Это одна сторона. А для меня есть еще другая сторона медали. По завету предков, когда твой брат ошибается, для понимания его мотивов ты должен постараться найти 70 оправданий. Я их нашел. Я понимаю, что многие меня не поймут, и их я тоже понимаю, но постарайтесь понять. Когда иные силы пытаются сыграть на раздробление и сегментирование потенциальных активных деятелей, то это ни в коем случае нельзя допускать. Как я говорил, год будет очень интересным и очень насыщенным на события. Так, что же нам надо делать? Тех, кто ввел этот зловещий протокол, я попрошу объявиться и дать публичные объяснения. Если вы пошли на этот шаг под давлением или под страхом потери официальной работы или стабильной заработной платы, то я хотел бы вас уверить, наш народ не оставит вас в беде. Если надо будет, то соберем деньги и обеспечим вас средствами на жизнь, пока вы не найдете достойное место работы с аналогичным уровнем дохода. Секретариат и руководителя Курултай-Башкир Зилаевского района я хотел бы попросить о том же. Участников этого заседания попрошу вспомнить процесс заседания до мельчайших подробностей и найти в себе силу духа выступить честным свидетелем по делу, которые могут возбудить в отношении Фаиля Алсынова. Поймите, умолчав об этом и закрыв это внутри себя, вы не забудете о нем. Факт способствования злу останется с вами навсегда и будет гложить вас изнутри. Оно каждый раз будет напоминать о себе. И не дай Всевышний как-то отразиться в жизни вас или ваших детей. Дүния құласа дегенде ұнытмағыз. Ата бабаларыбыздың рухына тап төшермәгез. Әгәр дә бүген шымып, мөштем белән дәшмәй ятып калсагыз, башкорт булуыгыздан баш тартыгыз.